Прадукцыя беларускага расследавальніцкага цэнтру для Белсат ТВ. Нягледзячы на тое, што ўрад прагназуе, што сёлета экспартны цуд застанецца, а можа быць яшчэ і павялічыцца, ёсць дзяржаўныя ведомствы, якія мяркуюць інакш. Гэта вынікае з абнародаваных нядаўна дакументаў. Што гэта за дакументы, што гэта за ведомствы, якія іх распрацоўваюць, і як усё гэта будзе адбівацца на нашых з вамі гаманцах. У эфіры перадача «Экономика с Чалым». З вами уласна Сергей Чалы и Станислав Ивашкевич. Витаем. Добрый день. У вас просто пойдут вот эти техногенные катастрофы все чаще и чаще. Видимо, решили просто не позориться, чтобы не видно было, как обстоит ситуация. И не из бюджета, и негласно. Вот эта тенденция секретить экономическую статистику, которая началась в прошлом году и явно будет продолжаться и в этом году, возможно ли вообще создание вот этого единого рынка в рамках всего Союза при существующих вот этих искажениях, которые есть на национальном казахском рынке? Итак, пачынаем з галоўнай навіны апошняга тыдня. Мостапад дакаціўся да сталіцы. Абрынуўся мост на Нямізе. Што это такое, наколькі это ўвогуле сімптаматычна і з эканамічнага пункту гледжання? Ну, во-первых, мы же знаем, что это не первый уже мост, который на самом деле обрушался за последние годы в Беларуси. Да, это были знаменитые вещи в Житковичах, Борисове, там, на МКАДе были. То есть причина, по большому счету, она одна. Большинство мостов, которые построены в Беларуси, значит, они, как правило, все 70-х годов, не рассчитаны на такую нагрузку, которая сейчас, на такую интенсивность движения. То, о чем мы давно предупреждали, что результатом вот этого недоинвестирования постоянно в базовую инфраструктуру будет то, что у вас просто пойдут вот эти техногенные катастрофы все чаще и чаще. Вот больше того, я думаю, что прогноз этот можно даже усилить тем, что сюда еще влияет и фактор человеческий, связанный с тем, что вот эти вот политические увольнения компетентных людей рано или поздно могут просто привести к тому, что не будет специалистов, которые могут даже там, ремонтировать или поправить там оперативно эти вещи какие-то. Особенно с учетом того, что выпадающие эти средства, которые в основном финансировались за счет зарубежных источников. Сусветный банк, Европейский банк реконструкции и развития. Да, совершенно верно. Ну и которые, конечно, перестали из-за политических соображений сотрудничать с властями. Ну, до речі, говорячи про кредити міжнародних фінансових інститутів, які тепер не будуть поступати, але тим часом треба ж вертати і старі долги. А як цяпер будуць беларускія ўлады спраўляцца з гэтым, тому што раней жа бальшыня долгоў рэфінансавалася? Нацбанк отчитался о золотых резервах. Второй месяц подряд они сокращаются. Там, правда, не сильно много, минус 44 миллиона долларов. И там же он сообщил, сколько всего за год потратили на обслуживание внешнего долга. 3,1 миллиарда долларов. Это меньше, чем предыдущий год. Это меньше, чем последующие годы. В 2020 году было 3,9 миллиарда, то есть почти на миллиард больше. И на самом деле в 2022 3,3 и в 2023 4,7 миллиарда долларов придется возвращать. Только повеличится нагрузка. Да, но что особенно интересно, сообщение о величине внешнего долга, которое каждый месяц в рамках исполнения бюджета информацию сообщает на своем сайте Минфин. В ноябре внешний долг Беларуси увеличился довольно ощутимо. Минфин считает в рублях, это там порядка 3 миллиардов рублей. Вот. Информация о том, откуда, каков источник, нету. То есть это вот пополнилась информация из засекреченных еще одним параметром, который мы теперь не знаем. Я думаю, это сделано на случай, когда возникает риск вот существования таких вот кассовых разрывов, когда у тебя, грубо говоря, там чисто оперативно не хватает денег для того, чтобы рассчитаться прямо сейчас. Помнишь, у нас такие моменты были, когда выяснялось, что буквально несколько, по-моему, около 250 миллионов долларов нужно было заплатить России. За газ? Да-да-да, помнишь? Алиев там позычил. Именно. И тогда выяснилось, что этих денег прямо сейчас, то есть вне графика, да, накопленных вот этого долга, их не нашлось, и их пришлось перезанимать. Это как сосед, который пошел отдавать долг, а для того, чтобы отдать его, у другого соседа, значит, отдал. До завтра, да. До получки. И, видимо, понимая, что, скорее всего, такие операции, они вероятны, видимо, решили, значит, просто не позориться, чтобы не видно было, как обстоит ситуация. Ну и плюс, опять же, вероятнее всего, еще и есть дополнительно фактор
защиты тех друзей, которые могут помочь. Ну, потому что, как мы знаем, операции с финансированием внешнего долга Беларуси длиннее 90 дней, они оказываются под Ну так передусім, напевно, так. Да, просто, чтобы не видно было от кого. Добре, значить, сёлета у нас будзе больш даўгавая нагрузка, а паступленні ты кажаш меншае, але як жа, калі в урадавым прагнозе закладзена на павелічэнне там экспорта на 3 миллиарда Да, 3 миллиарда долларов. Дело в том, что это разные прогнозы. ВВП рассчитан из того, что у нас будет продолжаться внешнеэкономическое чудо. Мы надеемся на него, то, что от нас не зависит. А бюджет рассчитан из консервативного сценария. Там уже не 3% роста, там 0,7% роста на следующий год. Вот. Но что особенно интересно, вот если смотреть, опубликован буквально недавно проект бюджета, значит, налоги от внешнеэкономической деятельности записаны по плану 4,5 миллиарда рублей. Это больше, чем план на прошлый год, но меньше, чем фактическое исполнение по прошлому году. 5 миллиардов. То есть это довольно ощутимое сокращение. Это налогов от внешнеэкономической деятельности. Второе... 20%. Ну, да. Чим фактично сёлета. И второе, это то, что еще из снижения плана поступлений от вывозных таможенных пошлин, которые тоже косвенно свидетельствуют об экспорте. Значит, в прошлом году больше 2 миллиардов, в этом году 1,6 миллиардов планируется. То есть, а это уже почти на треть сокращение. Зато, значит, рост поступления от налога на прибыль на 77%. Значит, налог на доходы в 2 раза больше, чем в прошлом году. 9,7 миллиона белорусских. Але чаму Мінфін прагназуе, што настолькі павялічыцца падатак на доходы? Единственная мысль, которая мне приходит в голову, это, скорее всего, Минфин может что-то знать или подозревать о том, что планируется увеличение господдержки государственному сектору экономики, а мы же знаем, что там прибыльность его напрямую от этого зависит. Ну, как, например, по сельскому хозяйству, да, то есть без господдержки большинство из них убыточно, с господдержкой слабо рентабельно. До речі, і нейкая все больше і большая частка тых прыбыткаў ідзе в гэты патаемны резервовый фонд Лукашенки. Да, так? да, так и есть. Рекордная величина планируется на следующий год влить в этот вот резервный фонд Лукашенко, который, как мы знаем, это же вот его появление обусловлено одним из вопросов референдума 2006 года. Величина его, вот она постепенно растет. Значит, и на следующий год она составляет 1 170 000 000 рублей. Это в 2 раза больше, чем в году 2021. Там было 613. И вообще, на самом деле, больше, чем 2 года предыдущих вместе взятых. И чем это может тлумачиться? Как заявила депутатка Татьяна Рунец по госбюджету, что будет создаваться специальные компенсаторные меры в связи с санкциями, дополнительный резервный фонд в размере 900 миллионов рублей, в том числе за счет доходов бюджета наиболее зависимых от санкционных рисков. Просто, чтобы понятно было, в пояснительной, опять же, записке, так там была разбежка от нескольких сот миллионов долларов до 1 600 000 000 долларов. Это государственная оценка, какая величина может быть влияние вот этих самых экспортных потерь. В чем на самом деле хитрость? В том, что это и есть вот такой вот способ воспользоваться вот этой лазейкой вопроса на референдуме, да, то есть и не из бюджета, и негласно. Потому что крайне скудная информация всегда была о том, куда эти деньги тратятся. То есть о них отчитывался КГК, он, так же, как Минфин писал об исполнении бюджета, но там было просто одной строчкой, величина такая-то, и по большому счету не сказано никуда. А я думаю, что особенность как раз этого Лукашенковского фонда, и, соответственно, вот этот размер этой вещи растет, потому что, видимо, нужно все больше ему подтверждения того, что это я вам дал. Понимаешь, не правительство, это вот я залез в президентский фонд, хотя на самом деле деньги в него были собраны из бюджета, да, и потом вам отданы, чтобы вы были благодарны лично мне. Что я, да, компенсовал того, чего не хапало в бюджете. Да. Из денег, которые были вынуты из бюджета. Мне вообще кажется, что вот эта тенденция секретить, в частности, экономическую статистику, которая началась в прошлом году и явно будет продолжаться и в этом году, это вообще такое вот, ну что ли, новое веяние в экономическом управлении в Беларуси. Вот. А что еще за сократение? Ну, вспомни, сначала это была внешнеэкономическая статистика, особенно двухсторонняя с Россией. Торговля нефтепродуктами и так далее. Ну, смерти от ковида, это же ранее 20-го. Да, количество смертей, но теперь еще круче. Теперь перестали публиковать данные о численности пенсионеров. С пенсионерами еще одна интересная история. Пропало теперь данные, значит, из Белстата
информации о средней пенсии по возрасту. Почему? То есть публикуется просто средняя назначенная пенсия, ну там же разные пенсии есть, и военные же в том числе, да, вот эти силовые и так далее. Я думаю, что это связано со сложностью исполнения когда-то взятого на себя неформального обязательства с тем, чтобы средняя пенсия по возрасту была 40% от средней заработной платы. Ну, не да, вони несколько месяцев запар у реальном... Сокращаются, совершенно верно. Да. Да, и это, конечно же, это феномен высокой инфляции, который планируют, конечно, на 2022 год сократить до 6%, но сложно представить себе, как это произойдет, если только мировая инфляция сама, что называется, не начнет сокращаться. Говорячи про сусветныя падзеі, Казахстан. Это ж один из галоўных сусветных здабытчыкаў урана и биткоинов. Да. Дело в том, что это вот тот самый случай, когда я с удивлением читаю новости о том, как вот этот политический кризис в Казахстане повлиял на мировые рынки. Ну, в частности, действительно был небольшой краткосрочный рост цен на урановую руду. А действительно в Казахстане это примерно 43 около процентов там, мировой добычи. Точно так же, как я видел новости о том, что биткоин упал на новостях этого в Казахстане. Почему там, какая логическая цепочка проводится? Там, по-моему, около 18% мировых мощностей майнинга, значит, биткоина – это Казахстан. Конечно, логика такая, что политический кризис, интернет выключается по всей стране, соответственно, никакого майнинга происходить не может. Но фокус-то в том, что во всех этих случаях, что касательно там сырьевых цен, уран, нефть, российский рубль, биткоин, просто достаточно построить график и посмотреть, что, например, вот этот маленький рост цен на урановую руду, да, он едва заметен, то есть это вот консолидация после резкого роста, который был осенью прошлого года. Но смысл в том, что там сейчас просто прогнозируется довольно серьезный фундаментальный сдвиг в спросе и предложении. То есть предложение сильно не растет, а спрос, вероятнее всего, в обозримой перспективе, обозримые годы будет увеличиваться по той причине, что генерацию на атомных электростанциях включат как чистую электроэнергию в планы, например, Евросоюза. Точно так же с российским рублем, который падает раньше, он там с ноября падает на самом деле. Точно так же... Оказали, что из-за Казахстана упал, так? Ну вот это же как бы явно не так. Это просто видно на графике. Я не заметил сколько-нибудь серьезной реакции мировых рынков на казахские события. Что говорит о том, что, видимо, никто не считает, что это будет какой-то долгосрочный там, кризис, который приведет всерьез к там, разрушению цепочки поставок или чего-то еще. А ввогуле, что можно сказать про это казахстанский кризис и, в приватности, как он начался из-за вот этого газовый бунт, так? по сути, да. Просто, чтобы понятно было, там, значит, повышение цены на газ для вот тот самый жиженный попутный газ, который на самом деле нефтяной, пропан, бутан, вот тот, который используется в автомобилях, перевезенных на газ. Да, там говорят о двукратном росте цен. Пропагандисты говорят о том, что вот вам результаты этого вот рыночных там, значит, мер, там, либерализации и так далее. Вот к чему они приводят? К бунтам. А фокус заключается в том, что примерно в 5 раз внутренняя цена на этот газ была меньше цены, да, которая вот экспортный паритет. И примерно в 3, там чуть меньше, примерно в 3 ниже себестоимости получения этого газа. Почему она могла быть такой? Потому что, вот и тут очень много аналогий с Беларусью, потому что там существует абсолютно монополистическая компания «Казмунайгаз», вертикально интегрированная нефтегазовая компания. Яка перекладається як «Казнафтогаз». Совершенно верно. Государственный монополист, который, пользуясь своим монопольным положением, покупает у нефтяных компаний, которые, как мы знаем, много есть частных и иностранных, потому что этот газ, он во многом попутный для нефтедобытчиков, это не является предметом их, главного производства, но она покупает его просто ниже себестоимости. И вот эта вот система вертикально интегрированная, которая не имеет прозрачного ценообразования, позволяла создавать для населения вот этот механизм перекрестного субсидирования искусственно заниженных цен. К чему приводят заниженные цены? Там же введен еще запрет на экспорт, на вывоз
этого самого газа, ну, потому что мы понимаем, как это происходит. Примерно так, как, помнишь, в 2011 году запрещали, значит, совершенно верно, выезжать машинам чаще, чем раз в 7 дней, потому что считалось, что ты тем самым выводишь прямо в бензобаке, значит, вот этот бензин, который у нас оказывался дешевле в силу того, что курс рубля был нерыночным. Вот. И, кстати говоря, вот эта вот история с искаженным ценообразованием и тем, что белорусские пропагандисты просто не умеют думать чуть дальше там, первой мысли. Ведь фокус-то в чем? В интересах Беларуси создание единого рынка газа в рамках Евразийского экономического союза. Создание единого рынка газа пока еще для самих даже казахов вопрос, возможно ли вообще создание вот этого единого рынка в рамках всего Союза при существующих вот этих искажениях, которые есть на национальном казахском рынке. То есть, на самом деле, либерализация, к которой они шли, и которая, на самом деле, нужна, в том числе, самому Казахстану. Да. И я бы сказал так, что это повышение цены на газ, оно, на самом деле, вот, пользуясь аналогией 2011 года, это не переход на рыночное курсообразование. Помнишь, когда кризис завершился единой торговой сессией на валютной бирже? А это вот майское повышение на там, какую-то ступеньку, но которую все равно никто не знает, рыночная она или нет, и оказалось, что это уровень ниже, чем нужно, и кризис на этом не завершился. То есть это все равно, это к либерализации не имеет ни малейшего отношения, это административное повышение, которое потом же, как мы знаем, стыдливо на 180 дней пообещал Такаев, значит, все вернуть назад. До речі, говорячи про газ, а що там з натуральним газом і з газовим кризисом у Єврозв'язі? Що это вогуле, откуда взявся этот газовый кризис? Изначально, наверное, не было никакой там злой воли. То есть был момент такой довольно протяженный в течение нескольких лет, когда рыночная власть потребителей была больше, чем у производителей, собственно, «Газпрома». И все больше переходили с долгосрочных контрактов на рыночное курсообразование в связи с тем, что и сжиженный газ начал поступать на рынок, и цены на него там исторически были меньше, чем вот эти долгосрочные контракты. Знаешь, это как традиционное такси и Uber. В целом он, наверное, оказывается чаще дешевле, чем обычное такси. Но мы же знаем, да, бывают моменты, когда возникает вот этот, как у них называют, surge price, да, повышенный спрос, и там в 2,5-3 раза дороже. Это примерно то, что случилось сейчас на этом газовом рынке. Ну, але гэты газовый крызіс, па ідэі-то, напэўна, Беларусі дапамагае, таму што раз паўсюль газ такі дарагі, аж за $1000, а для Беларусі недавно агучвалі там 100 з нечым, то атрымліваецца шанец павысіць конкурентаздольнасць беларускіх товараў. А если брать, например, отрасли, которые, ну, собственно, на газе живут, то я могу вспомнить прямых таких вот разве что, может быть, только 2 предприятия. Это стеклозавод, который прямо вот на газовой трубе стоит, ну, потому что ему нужно постоянно работать, эти печи должны быть. И Гроднозавод, который точно так же стоит на трубе. Ну и, в принципе, азотные швагнаи не вырабатываются с природного газа. Совершенно верно, конечно. Ну вот стеклозаводом Неман. Он же, в общем-то, давно ходячий мертвец. И поэтому можно было, кстати, судить еще по такому анекдотическому примеру, когда Лукашенко в конце прошлого года ездил к Путину. Помнишь, он же все время привозит ему там продуктовый набор, да, такую вот авоську, которую, значит, надо передать. А еще и был набор, значит, стеклянной посуды вот от этого самого стеклозавода. То есть авось понравится и каким-то образом, знаешь, там, ну, такой отчаянный шаг, типа, посмотрите, у нас еще это есть, можно покупать. Прорекламировать. Ну, Россия без сенса, у них також на газ еще ниже. Так в том-то и дело. А с Гроднозавод ситуация же вообще какая? Завод старый, технологии старые, себестоимость высокая. Значит, и плюс еще же большая нагрузка, связанная как раз вот с этой необходимостью перекрестного субсидирования. Потому что по мировым ценам покупать азотные удобрения наши хозяйства не могут. Получается, что ему необходимо обеспечить по ценам, которые могут платить сельскохозяйственные предприятия, внутренний рынок, а остальное, если у вас получается больше, за кошт продавайте на экспорт с тем, чтобы хоть как-то поправить вашу экономику. Именно от этого же и возникают идеи вот этих проектов, что давайте мы построим рядом с Гроднозаводом, вместо Гроднозавода еще один новый цех, потому что, ну, действительно, там стареющие предприятия. Вообще вот эта вот тема стареющих предприятий, стареющей инфраструктуры в виде мостопадов, я думаю, это вот
То, что будет обостраться в Да, ближайшие да, годы совершенно верно. за недохопу инвестиций опошних годов. Абсолютно верно, да. То есть вот износ еще советского, которым так гордился Лукашенко, вот он прямо на наших глазах сейчас начинает происходить. Каб не пропустить новые выпуски передачи «Экономика с Шалом», Подписывайтесь на телеканал Белсат в YouTube и социальных сетях. с вами был Сергей Чалаев. Станислав Ивашкевич. До сустрэчы. Всего доброго. Гэтая праграма была створана беларускім расследавальніцкім цэнтрам для Белсат ТВ.